И мы эту площадку еще задумывали для того, чтобы более активнее вовлекать азиатские страны, которые являются также странами-наблюдателями в Арктическом совете. Если Северный форум наблюдатель в качестве неправительственной организации, то здесь присутствует чрезвычайный полномочный посол Японии в Российской Федерации, уважаемый господин Тоехиса Кодзуки. И я думаю, он поделится со своими соображениями, как Япония видит арктическое сотрудничество в эти годы. Пожалуйста. Дамы и господа, уважаемый глава Республики Саха, господин Николаев, изменение климата стало очень серьезной проблемой для всего мира. Проведение форума по сотрудничеству, международному сотрудничеству именно сегодня, именно в этой республике, это очень своевременно удачно. Насколько что в вашей республике находится вечная мерзлота, и это очень актуальный вопрос для вашей республики. И для меня большая честь выступать в этом форуме. Спасибо за дать мне такую возможность. Япония, как ведущий сказал, что наблюдатель комитета, и одновременно внесет свой вклад в сохранение жизни места и тоже следить за изменением климата и научной работы сделать много. И в этом смысле, что председательство России в этом году и в следующем году, в течение 2 года, это очень важное событие. И искренне, что проведение саммита именно в Саха-Республике имеет очень важное значение для будущего человечества. Я искренне желаю удачи, успешного проведения саммита 2023 года. Но одновременно, что сейчас я хочу привлекать ваше внимание. Сейчас что происходит между Японией и Россией в этой области зеленой экономики? Каким образом сотрудничество развивается между Японией и Россией в этой области? Именно я хочу особенно привлекать мое внимание. В рамках мировой декарбонизации Япония объявила о планах реализации углеродной нейтральности к 2050 году. И для этого разработана стратегия зеленого роста и принята меры ее реализации. Россия также предпринимает серьезные шаги в условиях вечной мерзлоты из-за изменений климата. Недавно состоялся Восточный экономический форум. Глава республики тоже приняли участие в этом. Я тоже, когда я обратил внимание высказывание президента Путина, он на этот раз обращает большое внимание на проблему зеленой экономики и серьезно сказал. Но он тоже отметил, что возможности сотрудничества в производстве зеленого водорода и аммиака совместно с зарубежным партнером и отдельно упомянуть Японию. То есть это стремление российской страны, японской страны. Почему это так получилось? Я объясню такое. В Японии есть компания с передовыми технологиями производства и транспортировки водорода и аммиака. Но также обладаем техническим решением по захоронению под землей углеродного газа, и который возникает при производстве водорода и аммиака. То есть это технология CCS, Carbon Dioxide Capture and Storage, улавливание, хранение углекислого газа, и технология CCU, Carbon Dioxide Capture Utilization, улавливание, утилизация и углекислого газа. Эти технологии японские компании имеют. Но с другой стороны, Россия имеет богатые природные ресурсы, сырье для водорода и аммиака, а также потенциал CCS. И если объединить преимущества наших стран, то станет возможность декарбонизация процесса производства водорода и аммиака с помощью технологии CCS-CCU. Это очень важное направление.
вторая возможность – это перспектива экспорта водорода в Азию, включая Японию и другие регионы. Япония, вот по плану, если 2030 года 3 миллиона водорода и аммиака, это спроса вот такого. Это много зависит от разных факторов, четко сказать трудно, но по плану 3 миллиона тонн в 2030 году аммиака и водорода. Это серьезный объем. И возможность производства России, это тоже большое. Здесь это, если взаимовыгодное сотрудничество, вот такое появляется. Но одновременно, что производство – это одно направление, но между Японией и Россией существует море, обеспечение связи – это очень транспорта, это еще другая задача. Однако, что я хочу привлекать ваше внимание, уже конкретные проекты идет между Японией и Россией по этой транспортировке и установлению сети. 4 проекта. Область зеленой энергетики, вот японо-российский проект, который реализует здесь Республика Саха. Но это очень возможность открывается по-разному. Я хочу подчеркнуть некоторые проекты. Сейчас позвольте мне. Один направление – это является компания цепочки создания ценности аммиака между Восточной Сибирью и Японией. Именно концепция производства грубого аммиака из природного газа, который добывает Иркутская нефтяная компания, а также экспорта этого аммиака в Японию. Сейчас разрабатывается ТО этого проекта. По перевозке в Россию рассматривается два способа: по трубопроводу или грузовой поездками. Это уже такой проект идет. Второе, это тоже очень важный проект, это концепция цепочки поставок водорода между Россией и Японией, и именно Сахалином и Японией. В сентябре 2019 года Агентство природных ресурсов и энергетики Японии и Росатом подписали соглашение о сотрудничестве в сфере совместной разработки ТО пилотного проекта экспорта водорода из России в Японию. Вот такого. Второе. Третий проект – это метанол Амур. Это проект производства метанола в Амурской области. Японская компания Марубени заключили с российской стороны ЕСН, обязывающий контракт на поставку метанола, который производится из природного газа. И метанол четвертое – это соглашение подписано во время Восточного экономического форума. Это концепция производства транспортных судов, которые работают на метаноле. Япония и Россия договорились о сотрудничестве, рассмотрении возможности строительства, эксплуатации и использования судов для транспортировки метанола. Сейчас такое рассмотрение уже продвигается. Это 4 проекта, которые идут между Японией и Россией по этому направлению. И таким образом я вижу, что большое сотрудничество между Японией в области водорода и аммиака. Но, однако, что хочу привлекать ваше внимание, еще важный проект идет в этом Республике Саха. Это проект, Тикши. Я объясню, что это проект производства электричества из энергии ветра. Он запущен в поселке Тикши в партнерстве с Японией. Он внедряет здесь наши новейшие технологии, система энергетического менеджмента и ветеринарной генерации. В декабре прошлого года мне довелось принять участие в запуске этого проекта с главой республики господином Николаевым.
Тогда я отметил, что такие проекты ТИКСИ имеют очень важное значение. Первое – это повысить качество жизни населения ТИКСИ. Это очень далекое место. Но, во-вторых, через развитие этого поселка внести вклад в стабильную эксплуатацию Северной морской пути. Это особенно отметить, что благодаря его использованию расстояние между Японией и Европой может сократиться примерно 40%. И по сравнению с маршрутом через Суэцкий канал. Японские компании уже участвуют в транспортировке СПГ по Северной морской пути. И в-третьих, этот успех сыграет новаторскую роль во внедрении возобновляемых источников энергии в Дальнем Востоке. Вот такой проект идет. И это не все, это уже принято видеть активное российско-японское сотрудничество. Вот это Республика Саха. Рассматривает возможность расширить этот проект. И это станет новой областью нашего сотрудничества в Республике Саха. Вот так я думаю. В заключение хочу сказать, что на этот раз я своими глазами смотрел развитие Республики Саха под руководством главы Республики господина Николаева. Произвел на меня очень серьезные, сильные впечатления и одновременно, что я вижу большой потенциал сотрудничества между Японией и Саха. Ну, спасибо.